Всем доброго дня! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Давайте мы сегодня с вами обсудим новости прошедшей недели. Благо, неделя была очень насыщенная на события. Самая главная новость у нас, конечно же, лишение депутатских полномочий сразу двух депутатов. Александра Иванова и Владимира Паскочина. Хотя мы уже много рассказывали, говорили, да, на нашем канале, много роликов записали уже на эту тему, но я думаю, стоит повторить. Александра Иванова сначала сделали иностранным агентом, Минюст признал, а потом уже 25 марта его лишили депутатских полномочий. Его даже не пустили в зал заседаний, в здании парламента вообще, да, не пустили его. Буквально в тот же вечер к нему домой пришла полиция, вручили ему повестку в суд. И сразу же, да, на следующий день его оштрафовали на 90 тысяч по административной статье «Призывы к нарушению территориальной целостности». 90 тысяч рублей штраф. Он записал видео. Почему это возбуждается административное дело? Это вот экспертное заключение ГАУ Республики Саха-Якутия, Центр стратегических исследований при главе Республики Саха-Якутия. Понимаете? Вот эту экспертизу очень трудно назвать неаффилированным, потому что это же все-таки исполнительный орган власти, который контролируется в нашей голове, ну, которым, мягко скажем, его деятельность, которую я критиковал, да, так что, скорее всего, экспертиза должна быть независимой. Там прям со всем словам придираются. То, что я сказал, мой народ, я не должен был этого говорить. Братский народ Казахстана, ну, это тоже там имел в виду что-то. Вот эта экспертиза вряд ли можно считать независимым. Именно за это его и оштрафовали. Он, кстати, посетовал на то, что закон не имеет обратной силы. Дескать, 17 марта, когда он записывал это видеообращение из Казахстана, он еще был действующим депутатом. Как они могли его судить, когда он был еще пока, не был лишен мандата? И он говорил о том, что закон не имеет обратной силы. Я хочу сказать, что в России как раз-таки в последние годы, с начала полномасштабного вторжения, обратная сила применяется практически во всем. Давайте вспомним многочисленные административные штрафы, которым, кстати, подвергались и наши якутские журналисты, когда у них в старых публикациях 5-летней давности, 6-летней давности находили репосты всяких СМИ, которые потом были признаны, например, нежелательными организациями на территории Российской Федерации. Все те, кто когда-то репостил «Медузу», это «Якутские черни», это «Тайга-пост», это Лена Тихонова и ее издание в Якутии.ру, это Денис Адамов и Якутск.Инфо. Вот все они были оштрафованы, и, по-моему, не по одному разу, еще некоторые. Вот, поэтому закон обратную силу совершенно абсолютно прекрасно в России имеет. Я вообще хочу сказать, что не стоит сетовать на то, что это незаконно, все это было незаконно. Это понятно, да, это незаконно, но в России закон вообще не работает. Более того, я бы хотела сказать, что власть в России нелегитимная. Все вот эти законы, которые она принимает, они нелегитимные. Посмотрите, да, за фейки об армии 7-8 лет, за фейки об армии. Ну что такое фейки об армии? Это высказывание своего мнения. Все те, кто говорит, что он против войны, вот эти люди получают 8 лет. Вот где закон? Это получается, что в России судят за мысли. Вот это вот мысли преступления. И вот и это правовое и демократическое, как они себя называют, государство. Давным-давно в России не работает нормальный закон. Не работает. Россия вообще не свободное, не демократическое государство. И, к сожалению, к большому, Александр Игнатьевич на себе сейчас это в полной мере ощущает. Отдельно хочу сказать, по Паскочину. Мы знаем, что много голосов было за лишение мандата Паскочина, и мы знаем, что много голосов было тех, кто воздержался, и тех, кто проголосовал против лишения
депутатских полномочий Паскачина. И он сам у себя в телеграм-канале писал тоже, что я был удивлен, что, допустим, Парахин там, ну, или единороссы проголосовали против того, чтобы его лишали, да, или Парахин тоже проголосовал против, да, и был удивлен тому, что Подголов проголосовал за. Вот, дескать, мы же друзья там, и Артык писал, да, что они друзья с 90-х годов друг друга знают. И вот он проголосовал за лишение полномочий. А в этом, по-моему, ничего удивительного нет, да? Подголов просто расчехлился. Он всегда был такой. Он всегда был такой. Так же, как и Владимир Федоров. Он всегда был такой. Надо оставаться у власти. Так же, как Владимир Афанасьев. Они же говорят, надо быть мягким, надо быть таким мобильным, да, надо быть таким гибким для того, чтобы остаться у этой власти. Поэтому они будут всегда будут выполнять то, что им прикажут сверху. Так что история с Подголовым совсем даже не удивительна. Если хотя бы толика была бы у человека совести, да, но он хотя бы воздержался, или хотя бы просто не нажал на кнопку, а этот человек на кнопку нажал. Много было осуждений о том, что сейчас в бой на эти выборы, на предстоящие, ринулся Тумусов со «Справедливой России». И поэтому вот было выступление «Справедливо Рос» на якутском языке, который тоже говорит, зачем вы так делаете, да, который тоже выступает в защиту, в принципе, Паскачина. Но это тоже все делается не для того, чтобы, не потому, что они как-то поддерживают Паскачина, да, и все остальные, кстати, тоже депутаты проголосовали против лишения мандата не потому, что они его поддерживают, ну, по крайней мере, многие из них, да, а по простой причине, которую озвучил коммунист Романов. С нами, со всеми может случиться подобное. Поэтому давайте мы поддержим Паскачина и не будем за него голосовать. Не будем голосовать за лишение его депутатских полномочий. В комментарии, кстати, очень точную оценку парламенту и вот этим действиям по лишению мандатов кто-то написал, очень точная политическая оценка. Это была дефлорация. Да? Грубо, конечно, да, но очень точно. Почему? Потому что до этого ни одного депутата не лишали мандата. Большинством голосов ни одного. Да? Даже тот же самый Филиппов Семен, недавно вот буквально на днях осудили за взятки. По-моему, его приговорили к 12 годам. Они даже его не лишили мандата. Да? Все сделали так, чтобы он сам сложил с себя полномочия депутата. Султаном Иран тоже сама с себя сложила полномочия. Помните, да? Когда было обнуление Конституции в знак протеста, она сказала, что я не хочу работать с таким парламентом, который поддержал обнуление Путина. Очень честный депутат. Очень честный, очень совестливый, да? В отличие от других, таких как Луцкан, например, или Федоров Владимир, или Подголов Александр, или остальные вот эти депутаты идросовские, которые голосовали против Паскачина сейчас. И те, кто голосовали за то, чтобы лишить мандата Иванова. Там практически единогласно. 2 человека воздержались, по-моему. Все остальные проголосовали за. Представляете? Единым фронтом пошли просто против человека, который говорил правду. К большому сожалению. На этой неделе стало известно, что житель Якутска подал в городскую думу уведомление о том, что 29-го, ну, это называется уведомление, да, а вообще на самом деле это просто просьба и поклон в ноги, да, просьба с поклоном в ноги о проведении митинга в поддержку Телеграм, против блокировки Телеграма. И там была такая история, что 29 числа ему согласовали, разрешили, но перенесли, как я и говорила ранее, да, на окраину города, в сквер Гагарина. А потом переиграли, он отказался, и ему выдали, по-моему, 30 марта или... Ну и потом, в общем, просто запретили. 100 человек он предположительно должны были прийти на митинг. 100 человек. И формулировка в отказе была такая: придут некие вообще непонятные граждане, которые будут провоцировать.
не будем провоцировать. В других городах вообще там, по-моему, в Ростове-на-Дону избили человека, который подал заявку на митинг. Его избили и на 12 суток бросили в следственный изолятор, да, или в изолятор временного задержания, куда они там кидают. Еще в Томске, по-моему, организатору митинга вообще вручили повестку на войну. Статью Конституции о свободном собрании еще никто не отменял. Поэтому эти все люди, и власти городские, и республиканские, которые отказывают, и правоохранительные органы, которые приезжают и крутят людей, они все нарушают нашу Конституцию. От нее и так-то практически ничего не осталось, да? Ее столько раз меняли, столько раз ее переписывали, да, что вообще аж смешно про нее говорить серьезно. Вот, ну и даже в таких мелочах они нарушают Конституцию. Ну, то есть ее просто можно вообще выкинуть. И не только республиканскую Конституцию якутскую, да, а еще и вообще и российскую Конституцию. Просто выкиньте ее в туалет. Она не работает. Она не работает. Конечно же, всем откажут и даже не посмотрят. Под разными предлогами. Кстати, где-то в одном из городов сказали, что в городе, значит, бушует ковид, поэтому они запрещают. В другом городе, в Пензе, по-моему, да, сказали, что сначала дали разрешение, потом отказали и сказали, что вот в том месте, где вы хотите провести ваше мероприятие по защите Телеграма, будут кататься на роликах. Конкурс будет, да, дети будут кататься на роликах. Ну, такие смешные предлоги, на самом деле. Телеграм все равно будет закрыт. Всех сейчас гонят в этот Макс. Все госуслуги в Макс, записаться к врачу в Макс, школьные чаты в Макс. Хотя, на самом деле, это вот такая, во-первых, недоработанная, да, недоработанный мессенджер. Во-вторых, это конкретная там слежка, да, за жителями России. Через Макс будет устанавливается уже, да. Многие же, кстати, из чиновников даже не захотели устанавливать себе Макс. Не то чтобы там простые люди. Вот. Ну и люди сейчас придумывают, кстати, разные способы, как общаться. Если все запрещено и везде VPN нужен, да, скачивают китайские приложения. На китайские приложения нет запретов и не нужен VPN. И еще общаются, например, на Авито. Да, там тоже есть такое услуга, да, как вот написание сообщений друг другу. Вот. Разные-разные способы находят. Но, вы знаете, вот этих способов все равно недостаточно. Почему? Почему? Не нужно выдумывать никаких способов. Есть один способ бороться с этой властью, чтобы она никогда никому ничего больше не блокировала и не запрещала. Эту власть нужно сметать. Вот и все. Вот один единственный, самый верный способ борьбы, да, со всякими запретами. Эту власть нужно убирать. На этой неделе еще пришла одна новость. У нас после событий, страшных событий в Новосибирской области с сжиганием животных, коров, да, крупного рогатого скота, у нас тоже появилась новость, что был обнаружен очаг пастереллеза где-то вот в одном из хозяйств. Приходили в конный клуб «Мустанг». Он находится на территории Якутска, и там занимаются дети и взрослые конным спортом. И приезжали на одну из ферм в Среднеколымске. Вы знаете, новость прошла, и люди заволновались. Да, люди очень заволновались. Практически вся Россия говорила о том, что происходило в Новосибирске, и все видели вот эти страшные кадры, да. У нас в республике люди очень переживали, потому что фермерских хозяйств тоже достаточно много. Достаточно людей живет в улусах, да, и многие из них держат крупный рогатый скот. Вот. Но, вы знаете, власть объявила о том, что был обнаружен очаг пастереллеза, да. Было очень много сообщений о том, что вот, дескать, и кроме того, что было обнаружено,
пастулеза нет ни у кого. Не было обнаружено ни в одном фермерском хозяйстве. Они откатили. И было такое ощущение лично у меня, да, что они таким образом прощупали почву. Они посмотрели на реакцию людей. А реакция людей была, скажем так, не очень спокойная и местами даже не очень их точки зрения, с точки зрения властей здоровая, да. Многие говорили, поскольку наша республика Саха является таким достаточно охотничьим, да, регионом, практически у каждого мужчины Саха, и не только у Саха, а у каждого жителя мужского пола в республике Саха есть оружие. Все ходят на охоту. Мы охотничья нация, да. Все мужики умеют стрелять. И у всех есть оружие. И были призывы такие: не пускайте их. Не пускайте, отстреливайтесь от них. Да? Отстреливайте, вычисляйте, где они живут, вот эти ДПСники и эти ветеринары, да, сжигайте их дома. Вот были такие призывы. Поэтому они откатили назад. У нас и так неспокойный регион, да, со всеми этими а, депутатскими волнениями, скажем так, да. Я думаю, что они просто испугались. Они просто очень сильно как бы задумались, да, что будет дальше, если они вдруг начнут также, такими же незаконными методами действовать в республике Саха, как в Новосибирске. Как в Алтайском крае незадолго до Новосибирска, да, и в Пензе это было, и в Саратовской области это было. Вот. По-моему, в Башкортостане какие-то случаи были, и в Бурятии были такие случаи. Вот. Я думаю, что они просто побоялись наших мужиков, которые готовы были взяться за оружие. Ну, такие вбросы, да. Чувствуете, да, такие вбросы? Тут вбросили, там вбросили, посмотрели на реакцию. А реакция у людей была одна, и она была очень жесткая. Вот поэтому, конечно же, они побоялись. Мэр Нерюнгри Щигельняк ушел на войну, подписал контракт с Министерством обороны. Вообще новости из Нерюнгри о том, что там работает большая прокурорская проверка, по-моему, да, Следственный комитет там работает, они были уже в течение, там, я не знаю, месяца, наверное, крутились, да, все. И никто ничего не знал. Сейчас оказалось, что да, Щегельняк замешан в коррупционном скандале. Он сам себе переводил 60 тысяч рублей ежемесячно на карту. Якобы то ли дочери переводил, то ли там какому-то удаленному помощнику. В общем, не очень пока понятно, да, кому он эти деньги переводил, но кому-то переводил. Плюс к тому же он жил в государственной квартире, которую потом переписал на себя. Вот, я думаю, что за это тоже зацепились люди. И, ну, и другие случаи, я думаю, что немножко позже мы узнаем, вообще все, вот Арбазан нам напишут, да, что конкретно случилось с мэром Нинанги, что конкретно ему вменяется. Будем ждать. Ну вот тот случай, что он переводил деньги то ли дочери, то ли помощнику, это 100%, да. Именно поэтому, чтобы избежать уголовного наказания, Щегельняк подписал контракт. Хорошо же получается, да? Шикарно получается. Русские своих не бросают. Вот этот вот лозунг как раз-таки касается э, правительства, чиновников разных мастей, да. Власть им дает такой вот, открывает перед ними вот такой черный выход, да, черный выход, и служебный выход им, да, чтобы избежать ответственности за свои преступления, им позволено подписывать контракт и уходить на войну. А потом он вернется с войны, конечно же, он отсидится там в этом пункте, где гуманитарку собирают, да, в Донецке или в Луганске. Отсидится там, ни на какую передовую он, конечно же, не поехал. Даже целый мэр. Как можно целого мэра отправить на передовую? Бегать с автоматом, прятаться в окопах. Да вы что? Нет, он отсидится в этом пункте приема гуманитарной помощи, и через месяц, через два он вернется и скажет: вот, ребята, я герой. Они скажут,
Наш Щегельняк герой. Вот. Геройски уехал в другую страну убивать мирных жителей. И все, конечно же, ему простят. Еще книгу напишет, воспоминания, как я был на этой войне, да, как я воевал доблестно. Очень удобная схема. Можно убить человека, да. Что как раз таки и происходит, да, люди, которые должны быть осуждены за такие страшные преступления в связи с убийствами там или причинением тяжкого вреда здоровью, да, но еще и экономические преступления, у них вот есть такая лазейка избежать наказаний, избежать ответственности за содеянное в нормальном правовом государстве. Где вот вообще такое видано, чтобы ты подписывал, ты преступник, подписываешь контракт с Министерством обороны, и с тебя снимают всю ответственность уголовную, с тебя снимают судимость. Где, в каком государстве вообще это видано? Если ты преступник, то ты должен быть осужден судом, желательно прилюдно, да, чтобы люди все это знали и видели, и должен отбывать свой срок. А здесь у нас получается, что все. Все, вы помните, вот это вот у нас был тоже кошмар, да? Скольких людей он убил, скольких женщин он избил. И он сейчас повторно, опять же, избежит наказаний, пойдет на войну. Щегельняк пошел на войну, этот пойдет на войну. Другие тоже преступники всех мастей могут подписать контракт с Минобороны. И потом они же вернутся. Они же все вернутся к нам и будут жить среди нас, среди жителей Республики Саха. И смотреть, ходить с гордо поднятой головой, а погибшим будут открывать парты героев, да, и чтить их память. По-моему, все с ног на голову перевернулось. И вообще и Оруэлл, да, курит в сторонке, когда наблюдает за происходящим в Российской Федерации. Все это будет длиться, пока мы находимся в составе Российской Федерации. Пока мы находимся в составе Российской Федерации. Пусть в этой Российской Федерации Путин сидит сколько угодно, если ему не нравится, россиянам. Вот. А мы с вами не Российская Федерация. Мы с вами Республика Саха. Нужно об этом помнить. Нужно об этом помнить. Нужно об этом знать. Нам нужна независимость для того, чтобы вот таких случаев больше не было. Никогда в нашей истории, никогда в нашей истории. Никогда мы не будем ни с кем воевать. Никогда. Сахая вообще никогда ни с кем не воевают. Только бедные шли по приказу из Кремля воевать и умирали. Тысячи не умирали на чужих войнах. Продлили принудительное лечение шаману Александру Габышеву. Все мы знаем, что он долгое время, несколько лет находился в психиатрической клинике в городе Уссурийск. Это, по-моему, закрытого типа клиника, да. Только через несколько лет, сколько бы ни просили, адвокат бы сколько ни писал, сколько бы люди об этом ни говорили, да, его не переводили в Якутск. И только вот совсем недавно его перевели в Якутск. Он находится в якутском психоневрологическом диспансере по Петра Алексеева у нас. Вот. Ну и все очень надеялись, что он уж сейчас-то может быть свободен, да. Уж сейчас-то его отпустят. Сколько может человек? 5 лет держит человека в психушке. 5 лет кормят его психотропными веществами, препаратами этими. Что вообще с ним происходит? Еще с такой формулировкой его оставили, да, что он склонен к уединению. По-моему, в этой стране любой человек будет склонен, любой нормальный человек будет склонен к уединению, да, чтобы не маршировать вместе с этой обезумевшей толпой, обезумевшей от российской пропаганды, которая льется в их уши с утра до ночи. Любой нормальный человек будет склонен к уединению. Но это же не диагноз. От того, что человек любит одиночество, он не должен сидеть в психиатрической клинике. Правильно же, да, я говорю? Вот. Ну, то есть это все просто предлоги для того, чтобы держать его дальше в психушке, не выпускать его.
потому что чего доброго он опять начнет свой крестовый поход на Москву. Да, чего Москва очень боится. Она боится и его как личность, он очень, между прочим, сильный, да, и оратор хороший. Вспомним его выступление в Иркутске. И его боится как личность. Я не знаю, насколько они вообще верят в его шаманские способности и насколько они вообще боятся его как шамана, да. Насколько они испугались того, что он на Красной площади проведет этот ритуал изгнания, да, Путина. Я не знаю, испугались ли они этого, но огромной народной поддержки они испугались точно. На всем протяжении, на всем пути, вот сколько он шел из Якутска в Москву, огромные сотни тысяч людей его поддерживали. У него даже организовалась целая бригада, да, целая такая компания людей, которые шли вместе с ним и поддерживали его. Очень много, да, людей было, которые его поддерживают. СМИ написали, да, практически все мировые СМИ о нем написали, что вот Александр Габышев, шаман, идет изгонять Путина. Вот. И интервью сколько он давал, сколько видео было записано вместе с ним. Огромная любовь. И не только жителей Республики Саха, а вообще всей страны, да, его поддержали. Кстати, его его поддержали так же, как Пригожина поддержали в то время, когда он начал свой поход на Москву. Пригожина тоже поддержали, шамана тоже поддержали. И вообще любого поддержит человека, который начнет вот такой поход на Кремль, я думаю, да. Вот. Ну и именно поэтому, к сожалению, шамана Габышева будут держать в клинике психиатрической по крайней мере, до конца войны. По крайней мере, до конца войны. А вообще, я думаю, что до смерти Путина. Вот пока Путин не умрет, Габышев будет сидеть в тюрьме. Если мы к тому времени не обретем независимость. Как только мы обретем независимость, конечно же, все политические заключенные будут освобождены. Да? И Саша Александрова, и Габышев, и все те люди, которые сидят вот сейчас по экстремистским статьям, по террористическим статьям. А их у нас немало в Республике Саха. Мы будем этого добиваться, да? Мы будем этого добиваться.